что, доброе утро. Сегодня я проснулся от жары, совсем как в палатке, короче. Когда просыпаешься от жары, несмотря на то, что кондер включен, но там металл нагревает. Это, по сути, там кусок металла и ткани, все, больше ничего нет, походу, там нету каких-нибудь отражающих там элементов, сохраняющих, ну, терморегуляцию сохраняющую. Вот, и сейчас приехал в другое место, вот, гуляю, какая-то здесь тропа, как обычно все, короче. Новое местечко, посмотрим, что тут есть, вроде что-то интересненькое. Классный здесь такой рельеф, такие скальные образования, видно, что много железа такого красного оранжевого цвета. И тут интересный слой такого угля. Прикольно. Звуки на фоне, это какое-то стрельбище тут рядом стреляют. Я вначале думал какой-то салют, но нет. Ну, уголь. Прикольно. Вспомнил, как мы в детстве с листочками игрались. Блин, я это реально лет 15, наверное, об этом, даже больше, наверное, об этом не вспоминал, что с листочками можно так делать. Зачетное место вообще, обалденные скалы, вот с лодок, наверное, обалденный вид, такие высокие скалы. Ух, тенечек присяду, жара вообще, солнце палит. Купаться хочу, не знаю, где здесь спуститься, где-то должны места быть. Не знаю, видно, нет, вон там рыбины видно, большие, плавают, вот, видно, да, хорошо. Прям косяк таких здоровенных. Обалдеть просто. Обалдеть. Вот это рыбины. Я даже боюсь таких поймать на удочку случайно. Что с ними делать потом? Если такая рыбина попадется, моя удочка вряд ли выдержит. Ну, не удочка, точнее, а леска. Порвется, ну, слишком здоровая рыба. Под байдаркой они скрылись где-то там. Сейчас как пальцы хрямкает девушки.
Ох, прям воспоминания, как на Волге здесь. Классный такой шум моторной лодки, что-то человечий щебет такой, жара. Еще кваса не хватает. Холодного кваса в рюкзаке сейчас. И реально Волга. Ну и речь с матами русскими. Не английская, не американская. Так, я снова передислоцировался на другую речку, Фокс Ривер. Вот здесь ГЭС какая-то находится. Вон там плотина. Прикольно. Искупаться хочу прям сильно. Так, ну что, доброе утро. Сегодня понедельник. Еду на загрузку. Нашлась загрузка на Нью-Джерси. Сейчас гружусь в Индиане. Короче, под Чикаго. Вот, и еду на загрузку. Выходные прошли, ну что могу сказать. Прикольно, конечно, но хочется, конечно, быть дома. С семьей, но с другой стороны, с семьей тоже отдых так себе. Ну, как бы я люблю, конечно, своих родных, да, но все равно, как бы, это такой определенный напряг. Ну, потому что дети маленькие, да, бегают туда-сюда. Ну, не то, что бегают. Ну, хотя мне это нравится. Я же не старик какой-то ворчунжин. Хотя и такое тоже иногда бывает. Но ладно, ничего, для разнообразия одни выходные так можно провести. Просто когда едешь в выходные домой, это чаще всего там притык времени, очень мало времени остается. И, ну, то есть так, все в попыхах, короче, получается. Вот всегда меня удивляет, вот кто в пробках на мотоциклах тут стоит. Они тут нигде не объезжают, хотя вот место дофигища. Вот он едет вот так уже сколько километров в пробках. Блин, вообще вот американцы. Где-нибудь у нас давно бы уже по этим бровкам бы все ездили бы, мотоциклисты. Как минимум. Не то что мотоциклисты, автомобилисты бы даже. Ну просто вот, что говорить, вот, молодцы. Но я ему бы даже разрешил бы этому мотоциклисту поехать и по бровке. Ну, блин, жалко его просто реально. Вот, ну там едет один мотоциклист. Вот. Ну, говорю, вообще молодцы. Едут. Он медленно, спокойно по бровочке едет. Никому не мешает, не создавает опасности, то, конечно, почему бы и нет. Я уже где-то час в пробке стою. Ужас просто. Все красное. Ну, вот дорога перекрыта, 2 часа так вот движения такого затора. И дорога перекрыта. Вот. Капздец, конечно. Ужас просто. Уже темнеет, а мне еще ехать. Что, я сейчас в Теннесси. Приехал на разгрузку, разгрузился уже в Dollar General снова с холодильниками. Я сейчас на реке Теннесси. Это водохранилище здесь, вон там видно ГЭС. Классное место. Жара здесь влажная такая, тяжеловато немножко.
искупался здесь. Гуляю возле таких сосенок классных. Да, работа тяжело сказывается, конечно, на состоянии тела, потому что прям чувствую ноги, я очень мало хожу, к сожалению. Надо побольше ходить, а бегать я вообще давно уже не бегал. И организм прям такой, уже ноги чувствую слабые. Вот вроде загрузка нашлась в Иллиной. Так что сейчас поеду на загрузку в Алабаму. Ого, здесь ракета стоит в Теннесси, готовая к взлету. Прикольно. Центр путешествий, планетариум. Блин, классно. Ракетный центр. Ох, разгружаюсь сейчас в Чикаго. Я заманался. Сегодня еду домой. Еще сейчас на загрузку поеду, потом масло поменять. В общем, хочу передать свое настрой. Короче, я уже намерен как бы увольняться. Ну, так, заочно. Я сейчас написал в группе, в Фейсбуке, там в русскоговорящей. Я объявление, короче, выложил о поиске работы. Посмотрим, что там найдется. В принципе, есть один вариант, короче, ну, можно сказать, стопроцентный пока, куда я могу пойти. Вот, но, честно, та сфера не очень мне близка, не то что близка, не очень хочется, потому что в этой сфере я работал уже, как бы она мне не очень нравится. Это связано со строительством, в смысле, что ремонты, всякая отделка, крыши. На крышах я не работал, но нету такого желания. Посмотрю, какие будут предложения, и там уже можно выбрать. Но на этот ремонт можно всегда пойти, там водитель нужен. Короче, отвези, привези, такой, как типа разнорабочий водитель. Доброе утро, я еду в Пенсильванию. Что, какие новости, в общем? Вчера вот в Нью-Йорке загрузился там же, сейчас еду в Мичиган. В общем, я вчера решил уволиться. Не вчера, я долго решал. Вот, но вчера я позвонил, в общем, начальству компании и сообщил, что я увольняюсь. Вот, и сказал, что я дорабатываю эту неделю максимум, и все, я ухожу. Ну, что-то они не перезвонили, не знаю, что. Расстроены, плачут, наверное, что я ухожу. Вот, ну, все, надо менять сферу деятельности. Я посчитал все деньги заработанные, которые я заработал за эти полгода, то, что я работал. Это... Ну, грубо говоря, это 30 тысяч. Сейчас я за эту неделю получу 30 тысяч долларов. Если поделить это все на месяца, которые я работаю, ну, где-то 7 месяцев, не где-то 7 месяцев, то это получается, да, совсем небольшая зарплата там. Нету даже 4 тысяч. Ну, 4 тысячи, ладно, округлим, 4 тысячи.
Просто на калькуляторе показало там 3800 или там 3900, по-моему. Вот. Это очень мало. Очень мало, что даже нет 4000. Потому что я не вижу смысла работать с дальнобойщиком за такие деньги, имея семью здесь, детей, потому что я на слишком большие жертвы иду ради этого. Такие деньги можно найти работу, можно в своем городе и работать за такие деньги в принципе. Поэтому они это понимают. Они это должны понимать. Вот я сказал, что и все, во-первых, я чувствую, что у меня позвоночник начинает болеть, шея начинает болеть от этой работы. Поэтому ничего хорошего нету от такой работы дальнобойщика. Да, она классная тем, что здесь нет коллектива. Ты работаешь, тебе никто над душой не стоит, сам по себе, по сути. Это хорошо, да, но всему приходит предел. И надо менять сферу деятельности. Я уже устал, езжу одними и теми же дорогами на восток, на запад меня как-то диспетчер не хочет отправлять. Вот, и я устал тоже от этого. Хоть если бы на запад ездил, что-то интересное было бы, да, так все по востоку, все по одним и тем же маршрутам, уже надоело. Просто надоело. Вот. Hello. Nobody. Сейчас, короче, у меня небольшие рамсы с компанией, потому что они настаивают на том, что я должен отрабатывать хотя бы как минимум 2 недели. Но я говорю, что я отработаю максимум вот эту неделю и все. Потому что я уже не могу физически работать. Ну как не могу? Могу, конечно, но это будет через силу просто. Я чувствую, как тело у меня, настолько ослабло. Ну все, у меня морально, а все идет из морально. Морально я просто устал очень сильно с этой работой. Я соскучаю по своей семье, и Настя, она устала уже, и дети устали тоже без меня. Все, нафиг, я неделю отрабатываю. Надеюсь, мы спокойно с компанией разойдемся, они не начнут сейчас меня там шантажировать депозитом и еще другими вещами. Я настаиваю на том, что я отрабатываю эту неделю и все. Параллельно я сейчас переговоры провожу с другими работодателями на констракшене, на стройках. Посмотрим. Надо будет встретиться. Там, в принципе, уже обсудил все варианты. Вот. Мне надо отсюда уволиться просто сейчас, уйти и физически уже быть дома для дальнейшего продвижения с новыми работодателями. Вот. Но с этой работой все как бы закончено. Даже грустно немножечко. Ну как, не грустно, конечно. Я рад, что я увольняюсь, все, ухожу. Просто все равно как бы полгода отработал, это часть жизни. Часть жизни. Я столько интересных мест повидал. Попутешествовал, можно сказать. Попутешествовал. Но походу вот эта компания, эта машина уже больше мне ничего не может дать. На запад меня не отправляют. И мне надоело ездить просто по востоку. Уже ничего нового. Вот реально ничего нового нет. Вот и все. Надо что-то менять. Быть семьей. И заработок здесь, честно говоря, меня уже не устраивает. Я не готов идти на такие жертвы уже. Я это сейчас только понял. Не готов идти на такие жертвы. Надо менять сферу деятельности, знакомиться с новыми людьми. Все будет так.
Фу, замечательное место. Накушался ежевики. Она такая дикая, ну, не такая сладенькая. Но все равно витаминов-то там много. Классное место. Вот такие вот экологические эрии, как называется. Экологическая тропа. Она больше такая вот для школьников. Тут все вот, все тропинки, все скошено, все выбрито, то есть постоянно ухаживают. Тут всякие стенды познавательные, интересные, какие птицы тут есть. То есть я часто такие встречаю рядом с университетами, рядом со школами. Просто вот лес, как вот какая-то роща большая, и такие тропы, там все изрезано тропками с всякими стендами. Классно. Там есть скамеечки посидеть. Ну, как бы основное направление экологическая тропа, как бы эко-трейл. Классно. Спокойно, вообще никого нет. Сейчас август, и природа такая сочная сейчас, зелень сочная, такие запахи, уже такое цветение, можно сказать, позднее. Ну, не позднее, я не знаю, август уже, конечно, одно из последних цветений, так скажем. И сейчас травы такие, все сочные, такое все вкусное, прям запах чувствую, аромат. Вот. Сейчас пока без груза, сейчас ищут груз. Также в Кентаки пока. Вот. Балтимор, даунтаун. У меня разгрузка прям в самом даунтауне будет. Идет разгрузочка у меня возле госпиталя. В общем, для нужд госпиталя я все привез. Бомжей здесь в Балтиморе дофигища. В даунтауне просто жесть. Непривычно вообще. Я снова на прикольном месте каком-то новом для себя. Я всегда какие-то новые места открываю. В общем, это Chesapeake-Bay. Самое начало его фактически. Это где впадают реки, там всякие эти Сескуихана. Что там еще? Ну вот основные реки. Так что здесь пляжик есть. Вот тут такая полуморская вода, морская вода сильно смешанная с речной, потому что это такой глубокий залив, прям глубокий. Вот и вода здесь такая мутная вся и немножко подсоленоватая. Сейчас искупаться надо. Погода хорошая, солнце светит, но ветерок такой хороший, не жаркий, в принципе. Вообще кайф. Кстати, все парки вот такие вот природные, как бы пляжи,
Nature Reserve. Ну, в общем, да, парки, они все монетизированы, тут въезд платный. Ну, сейчас $3 заплатил. Как бы это мелочь, но все равно, как бы, будь добр, отстегни. И тут все такие. Ну, не знаю, как насчет всех, но в двух или вот это третий уже, по-моему, второй, где я заплатил, короче. Так что вот так вот. С этой работы мне только дай волю походить. Сейчас вот просто хожу по территории. Купаться даже неохота. Не хочется, вот. Ну, дорабатываю последние дни. Сейчас не знаю, будет у меня груз, нет. Уже, наверное, вряд ли найдется. В общем, последний груз у меня будет. Это холодильники. Те же, которые я беру. Ну, часто я эти грузы беру с Филадельфии в Акрон, это под Кливленд, как раз где я буду машину оставлять. То есть это будет мой символический последний груз. Я поеду через дом, завтра пятница, выходные проведу дома и в понедельник отвезу машину, и все, я свободен. В принципе, круто. Заканчиваю с этой работы, и на самом деле вообще не грустно. Наконец-то хочется уже все. Ну, реально уже чувствую, что ничего нового, стояк просто, висяк точнее. Ничего нового нету. Даже не знаю, что, как объяснить. Просто вот я рад, что наконец-то ухожу. 7 месяцев проработал. Все, хватит. Ничего нового нет. Тут в Америке люди особо пешком ходить вообще не любят. Вот эта сторона, которая дальше от пляжа, ну, с той стороны пляж, короче, и все паркуются вон там. Даже несмотря на то, что здесь и тень есть, машину можно сюда поставить, да, как бы от солнца укрыть. Все равно все ставят там, потому что там ближе пляж. Меньше идти просто. Американцы. И так везде. И возле магазинов крупных на парковках. Все жмутся прям к самому магазину. Пешком вообще не любят ходить. А я наоборот люблю подальше, чтобы пешком пройтись. Сейчас в Макдональдсе потратил минут 40, наверное, ожидания. Вот, потому что вообще, короче, а я не понимаю, как они работают. Я дольше всех стоял, там после меня люди приходили, им все давали. Я долго ждал, мне типа дали какие-то подарочные штучки. Типа любую... Что-то можно бесплатно выбрать, короче, когда буду в drive-thru проезжать. Вот, 6 chicken McNuggets'ов, medium fries, McDouble, короче. Ну, 2 штуки таких дала, типа, чтобы загладить вину, что я так долго ждал. Вот, но зарекусь, наверное, больше я не буду в Макдональдс больше заезжать. Ну, потому что реально я уже не первый раз так попадаю. Второй раз, наверное. Первый раз я там больше часа, наверное, стоял. Реально, они потеряли заказ. Сейчас тоже, говорят, мы не можем найти вот тебя твой заказ. Я жду, короче. Стою, потом уже подошел, говорю, ну что это такое? Ну, извините, вот сейчас у нас запар, типа, ну, короче, не первый раз уже так попадаю в Макдональдс, поэтому буду, если заезжать, то к конкурентам куда-нибудь. Все, доехал. Снова здесь. Буду здесь ночевать, прям перед воротами. Потому что в пятницу здесь, вот в прошлый раз я ночевал, я был первый, но как только открыли ворота, сразу все подъехали, там за мной очередь, там уже в 5 машин. А очередь здесь очень долго идет, потому что туда пропускная способность, только одна машина у них, короче, встает и долго грузит потом, короче, лучше быть первым, хорошо. Вот. Последняя моя загрузка на этой работе. Наконец-то. И на этой машинке.